представители библиотечного сообщества России и Абхазии до начала конференции встретились специально подготовленной концертной программой. А после участники конференции перешли к докладам. Тема конференции – цифровые ресурсы современных национальных библиотек на базе Национальной библиотеки Абхазии. С основным докладом выступила заведующая отделом новых технологий Национальной библиотеки Рафида Гулария. Для сотрудников нашей национальной библиотеки знакомство с компьютерными технологиями состоялось в 2000 году, когда у нас появился первый компьютер. Тогда же впервые в библиотеке был создан компьютерный отдел. А в 2003 году наши российские коллеги подарили нам программный продукт ABIS Irbis. Это была демо-версия. С тех пор и началось внедрение новых библиотечных технологий в нашей библиотеке. С 2017 года создан официальный сайт Национальной библиотеки, который периодически пополняется информацией. Значимым же событием в 2018 году для нашей библиотеки стал запуск планетарного сканера ELAR, с помощью которого был дан старт оцифровки библиотечных документов. С появлением этого аппарата в библиотеке был открыт отдел оцифровки. О новых ориентирах авторского права и защиты интеллектуальной собственности современных библиотек рассказал председатель организационного комитета 7-го международного профессионального форума «Сочи-2023» Яков Шрайберг. Сейчас очень важно вопрос авторского права, особенно. Почему? Потому что в цифровую эпоху меняются многие подходы, которые раньше были не свойственны этому процессу. И основной принцип это такой. Нужно защитить интересы авторов, но нужно и учитывать интересы библиотекарей и других пользователей. Поблагодарив за возможность участия в форуме от имени Российской национальной библиотеки, Антон Лихоманов преподнес в дар Национальной библиотеке копию Библии на абхазском языке. В 1912 году Совет общества восстановления православного христианства на Кавказе издал Библию на абхазском языке. И я знаю, что этот документ представляет большую ценность для вашей библиотеки. Этот документ, эта книга была подарена императору Николаю II, оказалась в составе собственной его императорского величества библиотеки в Зимнем дворце, потом передан в императорскую публичную библиотеку, ныне Российскую национальную. И вот с огромным удовольствием от своего имени, от имени Владимира Геннадьевича Гронского, нашего генерального директора, который очень хотел бы побывать у вас, я вручаю вам эту копию и небольшой подарок из Санкт-Петербурга. Областная специальная библиотека для слепых имени Островского, которая находится в Калужской области, также сделала подарок для инвалидов Абхазии. Они привезли литературу, которую сделали сами. Это уникальное многоформатное издание по Брайлю и ордена и медали Великой Отечественной войны, чтобы люди знали и видели. Это правда уникальное издание. Вам от нас с любовью. Спасибо. И далеко я вам говорила, что если в нашей с вами Абхазии есть люди, нуждающиеся в лечении зрения, наша библиотека входит в Совет офтальмологов Центрального федерального округа. И не без нашей помощи проходят операции бесплатно для детей, нуждающихся в лечении глаз. И сегодня мы вам дарим уникальное издание. Это многоформатное издание читают по Брайлю, читают укрепленным шрифтом. И можно через тактильное осязание посмотреть окружающий мир, который помогает это делать врач-офтальмолог. Выездная профессиональная конференция прошла в рамках 5-дневного 7-го международного профессионального форума «Сочи-2023». Впервые мы стали участниками этого профессионального форума в 2000 году в Крыму. И с этого момента у нас появилась такая задача не стоять на месте, возродить и, конечно, перенять эту технологию для того, чтобы... Вы знаете, мы во время войны много потеряли. И поэтому нам прежде всего возврат, прежде всего восстановление, возрождение
тех книг, которые сегодня в периоде фактически нет, но они остались в книжных палатах СССР, в книжных палатах Российской Федерации. Технология должна вступить, технология должна работать, все люди спешат, они, сидя дома, хотят получать информацию, а мы должны к этому быть готовы. К этому и стремимся. Для участников конференции также была подготовлена культурно-просветительская программа, обзорная экскурсия по Новому Афону, посещение этнопарка Апсна и, конечно же, традиционное абхазское застолье. Лаура Капшка, Мила Джопо, Абхазское телевидение.